Поколение средневозрастных не может не помнить Невзорова с его 600 секунд. Передачи, ставшие витриной гласности и перестройки. Представители высшего эшелона советской золотой молодежи, баловень деда генерала и, возможно, сам, будучи чекистом, Сашка Невзоров сумел удачно соединить хорошее образование, школа с французским уклоном, и запросы очарованного в ту пору всем несоветским населения. Благодаря вышесказанному Сашка получил неограниченный доступ во все засекреченные архивы страны, как и возможность выезжать за границу, чем и не преминул воспользоваться. Заполучив по распоряжению всесильной конторы авторскую программу на Ленинградском ТВ, поражавшую советского зрителя эксклюзивными сведениями о кровавом коммунистическом прошлом и дерзкими суждениями о настоящем. Карьеру кинодокументалистики Невзоров начал, сняв в 1991 году фильм «Наши». Из этого названия затем вырастет кремлевский Гитлер-Югент, восхвалявших солдат советских оккупационных войск, подавлявших в те дни выступления литовцев за независимость. Однако истинную славу Невзоров познал на русско-чеченской колониальной войне, сняв два пропагандистских фильма, сначала «Ад» и затем «Чистилище». Это был давно обкатанный на Западе, но не виданный доселе совковому зрителю жанр художественной документалистики, а говоря проще, оголтелого пропагандистского вранья, снимаемое для придания правдивости на месте настоящих событий и при участии действующих там актеров, но с привлечением одного-двух профессиональных актеров для главных ролей. Фильм «Чистилище» Дмитрий Нагиев в роли главного злого чечена, принятый десятками миллионов зрителей по всему бывшему СССР за истинную правду, не только поразил душу откровеннейшими сценами насилия и грязи неискушенной тогда публики, но и во многом определил отношение в мире к чеченскому сопротивлению, как к сборищу тупых убийц-дегенератов, предвосхитив и приблизив таким образом Вторую русско-чеченскую войну. Последующие 15 лет Невзоров просидел депутатом Государственной Думы, избираясь туда снова и снова и не сделав ни одного предложения. За это время уже подросло поколение, потеснившее внуков боссов КГБ, и Саша был оттеснен от рамп. Однако в 2012 году Невзоров становится доверенным лицом Путина и начинает постепенно отыгрывать утраченные позиции. Тем более, что наметившаяся тенденция сталинизации путинского режима открывала теперь широкие возможности перед поколением внуков чекистов. И теперь уже поистоскавшийся, но не потерявший яд и форму мэтр кремлевской пропаганды вернулся к своему зрителю и плотно уселся в двух самых либеральных, созданных Кремлем для обработки целевой интеллигентной аудитории медиа «Эхо» и «Дождь». Кроме того, он ведет многочисленные авторские программы из десяток собственных ток-шоу. Невзоров занял в российском телешоу «Бомонде» пустовавший до него нишу золотого гения, ругающего все и вся. Называя самого себя беспринципным негодяем, Невзоров, тем не менее, ведет одну принципиальную линию – расшатание убеждений противников фашизирующей империи. И на службу именно этой цели брошены все знания и все таланты блестящего полемиста и старого пропагандиста. И вот многомиллионная аудитория студенческой молодежи и старых интеллигентов привечает этот симулякр не только в самой России, но и в Англии, в Америке, Европе и, что самое ужасное, в Украине. Приглушенный свет, сюртюки темных томов, трубка в руке, черепа и всякий хлам в интерьере, призваны, по-видимому, подчеркнуть многогранную высокоинтеллектуальность вещающего Мефистофелем паяца, создают ощущение погружения в параллельный мир, воскрешая, впрочем, эпоху всяких магов и медиумов, обиравших в конце XIX века ту же самую наивную интеллигенцию Европы и Америки. Безукоризненно поставленная правильная речь, широкие познания во множестве сфер, тончайший юмор, сарказм и цинизм относительно всех моральных ценностей человечества – все это призвано интриговать и эпатировать публику. Если оставить в стороне то, что Александр Невзоров официально является незаконнорожденным, фамилия его отца до сих пор неизвестна, но злые языки подозревают деда. В каждом этапе своей жизни этот человек демонстрировал исключительно двуличие и подлость. Да, он не несет вины за факт своего ублюдского происхождения, но почему-то вся его жизнь является цепь ублюдочных по сути поступков, начиная с возраста 17 лет, когда он откосил от службы в армии, прикрывшись справкой из психушки. Тут впору бы воскликнуть: «Ай да сукин сын», но я скажу по-другому: «Браво, Путин!» Ибо и уметь находить и ставить себе на службу тысячи Невзоровых с Вениаминовыми,
Сокуровыми, Гергиевыми и Ходорковскими внутри Русской империи и за ее пределами, вот для этого нужен настоящий талант Мефистофеля. И еще я скажу, удивителен ты, русский народ. Только ты способен почитать учителями и спасителями людей весь жизненный путь, который демонстрирует только низость их натуры. Адам Дервишев, Аслан Арцуев, Германия, Гамбург.